получается, он не для ветеранов. Больше половины уже будет не ветеранский. И действительно, половина пациентов будут не ветераны войны, но приоритет будет за ними, а качество оказания врачебной помощи улучшится за счет уникальных центров, работающих при 16-й больнице. Форма присоединения, юридическая форма, она не подразумевает за собой никаких сокращений, ни финансовых средств, ни объемных показателей по оказанию медицинской помощи. И не отказываемся мы ни от каких ресурсов, ни от каких источников. Хватит ли мест в палатах? Как теперь будет с питанием и лекарствами? И каков будет статус медучреждения? У ветеранов оказалось много вопросов. На каждый нашелся ответ. Госпиталь остается госпиталем. Те потоки, которые сейчас обслуживаются в 16-й городской больнице, они не будут попадать в госпиталь. Тем более не будут попадать на те койки, на которых лечатся ветераны войны. Труженики тыла, узники концлагерей и так далее. Ветеранам объяснили, не госпиталь присоединяют к больнице, а наоборот. Название и статус останутся те же. Объединение проводится в рамках оптимизации, но сокращения штата не будет. Только полная интеграция специалистов и компетенций. Нововведения ветераны одобрили при соблюдении их условий. Появляются новые отделения, которых у нас в госпитале нет. Нас сейчас посылают, скажем, в РКБ или там еще куда-то, а то это будет рядом. Госпиталь для ветеранов войн сейчас работает в обычном режиме. Ведут прием, проводят процедуры и реабилитацию. По итогам сегодняшней встречи будет подписан документ и направлен в Министерство здравоохранения республики. Ну а учтут ли пожелания ветерана, станет понятно осенью, как раз на начало сентября запланировано слияние. Альбина Слугараев, Данил Филатов, ТНВ, Казань.